В Республиканской национальной библиотеке накануне профессионального праздника поздравили изобретателей Коми. Торжество получилось очень скромным. На собрание пришли в основном только сами изобретатели. Светлана Некрасова пообщалась с некоторыми и убедилась, нашим кулибинам есть что предложить. День изобретателя и рационализатора начали отмечать в Советском Союзе в 1957 году. Это была наша Нобелевская премия. Академия наук рассматривала все рационализаторские предложения и в последнюю субботу июня награждала авторов лучших разработок. Изобретатель Юрий Лисовский на торжество пришел не с пустыми руками. Принес прототип устройства для безопасного нахождения человека на воде. Оно пригодится любителям поплавать. Работает новинка очень просто. В случае, если купающийся устал, а до берега еще далеко, нужно просто нажать на кнопку. Ну вот эта кнопочка, в принципе, как висит. Вот человек берет в руку. Эта подушечка поможет человеку удержаться на воде. Скромные размеры обманчивы. Изобретение уже прошло испытания на открытой воде и в бассейне. На плаву остались даже рослые мужчины. Производить устройство рационализатор будет сам. Говорит, на помощь государства и спонсоров не рассчитывает. 8 лет назад они не оценили его нехирургический метод сшивания раны. Зато его переняли в Америке и теперь широко используют по всему миру. В России вот много говорят про инновации, но вот как бы вот этого ощущения как бы нету. Вот, что вот эти вообще элементарные какие-то вещи, которые помогают людям, они как-то, чтобы они здесь начали реализовываться. Художница Галина Кулаева отношение к изобретателям тоже считает непозволительным. Она автор нового в искусстве направления – «Свет-ДЭК». Его высоко оценили в Москве и за рубежом. Но наши чиновники от искусства новинкой пока мало интересуются. Между тем, «Свет-ДЭК» может стать таким же брендом Коми, как «Хохлома» для Нижегородской области. Тем более, что эта техника картины с соломки уникальна и полностью авторская. Соломка, она такой ювелирный и драгоценный материал, художественная соломка. То есть даже на разработку выварки соломки у меня ушло около 3 лет. Кстати, даже профессиональный праздник изобретателей сегодня отмечается очень скромно. В Сыктывкаре, например, рационализаторы поздравляли себя сами. Однако желание творить у них меньше не становится. По признанию наших кулибиных, им нравится приносить пользу. А еще в них живет надежда. Когда-нибудь их изобретения оценят по достоинству. Светлана Некрасова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.